самолеты. Ну а девушки потом. Великий День Победы – праздник, который всегда пропитан особой атмосферой. Особым он является и для жителей нашей республики. Именно под Владикавказом окончательно был разбит немецкий план по захвату Кавказа. Вот как отмечает 69-ю годовщину Победы город воинской славы. В честь Дня Победы традиционно открываются полевые кухни. Все желающие смогли отведать настоящий армейский обед – перловую кашу с тушенкой, запеченную картошку, пайки и 100 грамм боевых. Были времена, когда людям было действительно тяжело, очень трудно. Даже вот такой каши у людей не было, чтобы элементарно за сутки поесть хотя бы такую кашу. А сегодня такой праздник, действительно, нам всем вспоминаем этот сегодняшний день с болью в сердце. С большой трудностью досталась такая победа, да. То, что мы сегодня под мирным небом живем, это с большой трудностью досталось. Люди жизнь отдали. Да, спасибо ветеранам, что жизнь отдали за наш сегодняшний день. На мемориале славы на импровизированной площадке актеры показали театрализованное представление. Еще одно празднование было организовано погрануправлением и заводом «Электроцинк». Чествовали работников предприятия, которые сражались за Родину. Самым масштабным стало торжественное мероприятие в Русском театре. На праздничном концерте в преддверии Дня Великой Победы присутствовали молодые суворовцы, школьники, представители органов власти и ветераны Великой Отечественной войны. По поручению главы республики 3 фронтовикам вручили государственные награды. Искренние и теплые слова благодарности не раз прозвучали со сцены. День Победы был и остается, и мы уверены, что всегда будет в нашей стране и на территории всего бывшего Советского Союза, какие бы ни происходили изменения, но для миллионов людей это будет самый дорогой и самый любимый праздник. Творчество во все времена было самым главным помощником солдат. В годы войны песни и стихи были важным стимулом. Сегодня ветеранов поздравляли музыкальными и танцевальными номерами. На сцене развернулась целая военная эпоха. Артисты воссоздали ключевые моменты Великой Отечественной войны. Я считаю, что каждый уважающий себя артист просто обязан выступать на подобных мероприятиях, на подобных акциях. Это просто долг любого гражданина. По всем статистическим данным, осетины занимают первое место по количеству героев на душу населения. Поэтому День Победы – один из самых любимых праздников в республике. Это возможность вернуться в те суровые годы и пропустить события через себя. Подобные мероприятия призывают вспомнить о величии народа, о Великом дне, подвиге и Великой Победе. Дзраса Гагулова, Раид Зантиева, Наталья Алексеева, Ацамаз Шипшев, Осетия ТВ.